40-е годы XX века. Советский Союз. Крупнейшее государство мира. На 1/6 территории суши проживает почти 300 миллионов человек. Представители 128 национальностей. Говорит Москва. С началом Великой Отечественной войны все народы СССР вступают в ожесточенную борьбу с фашистскими захватчиками. Наш рассказ о тех, кто одними из первых из своего народа был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Русский, чеченец, якут, украинец, белорус и кореец. Все они, независимо от национальности, сражаются за единую родину, совершают героические подвиги, не жалеют жизни во имя общей победы. Фильм 3. Федор Попов. За годы Великой Отечественной войны высоким званием Героя Советского Союза были удостоены 25 уроженцев Якутской АССР. Среди них Федор Кузьмич Попов, чей подвиг навсегда останется в памяти потомков. Он родился 8 декабря 1921 года в Батаринском Наслеге. Был младшим ребенком в большой крестьянской семье. Мальчик рос в традициях якутского народа. С малых лет ходил с отцом на охоту, занимался национальной борьбой хапсагай, плаванием, бегом. В 10 лет, чтобы учиться в школе, Федор пешком преодолевал по 7 километров в день туда и обратно. Попов, опять же, тот яркий пример, на котором становится ясно, почему советский народ так защищал свое отечество. Он ведь уроженец очень отдаленного улуса, села якутского, где, в принципе, по-русски никто не говорил. 120 километров от Якутска, родная деревня Попова. Он там окончил 5 классов, и после этого в 16 лет сам преподавал своим односельчанам, занимался ликбезом, учил их писать. Позднее занимался агитационной работой, то есть стал таким достаточно известным человеком в своих местах родных. Он не просто сам научился читать и писать, он, став работником колхоза, обучил еще 20 своих сверстников грамоте. То есть он понимал это движение вперед, участвовал в нем посильно, он был к этому приобщен. И впоследствии, когда было организовано обучение русскому языку для призывников, он одним из первых записался на эти курсы, потому что вот хотел учиться еще дальше, да, приобщаться еще к более высокому. А что такое русский язык? Конечно, это обучение имело практический смысл в условиях войны, потому что командир и солдаты должны уметь разговаривать на одном языке. Всю зиму 1941 года на курсах, организованных в местной школе, Попов изучал русский язык. В 1942 году он был призван в Красную армию и направлен на фронт. Свой подвиг Федор Кузьмич Попов совершил во время битвы за Днепр в 1943 году. Идеологемой того времени в гитлеровской Германии был Восточный вал. Восточный вал пролегал как раз-таки по Днепру, и Гитлер очень рассчитывал на то, что немецкие войска смогут закрепиться на Днепре, смогут каким-то образом создать линию обороны эшелонированную. Она к тому моменту уже начала строиться, но, естественно, требовалось время. И вот вопрос об этом времени стал определяющим в ходе битвы за Днепр, потому что советским частям необходимо было форсировать Днепр сходу, для того, чтобы не дать врагу возможности как-то их встретить уже во всеоружии. Немцы, соответственно, рассчитывали на то, что сама по себе водная преграда, она достигала 3 километров в низовьях, холодная вода, так сказать, будут мешать советским частям, не имеющим понтонов, не имеющим средств для переправы, потому что все это осталось в тылу, переправиться сходу.
Для поднятия морального духа советских бойцов директивой Ставки Верховного Главнокомандования от 9 сентября 1943 года предписывалось за успешное форсирование реки Днепр и проявленные при этом отвагу и геройство представлять командиров соединений и частей к присвоению звания Героя Советского Союза. По итогам битвы за Днепр высокое звание героя получили 2438 воинов Красной Армии. Это больше, чем за всю предыдущую историю награды, начиная с 1934 года. Форсировали сходу. Это что значит? Средств переправочных в большом количестве Красная Армия не имела. Вот хотя бы таких понтонов. Их не было просто. На чем форсировать? Форсировали на лодках. Ну, что есть. Вот лодки собрали. Как правило, и лодок-то не было, немцы уничтожили. Значит, сколачивали из подручных средств плоты. Кто просто на досках каких-то, кто плавать умел. Вот так форсировали. Это значит, что всю тяжесть боев на этих плацдармах, их сразу захватили более 20 маленьких. Выдержала до себя пехота с легким ручным вооружением. То, что можно было переправить. То есть это винтовка, автомат, пулемет, но в лучшем случае противотанковое оружие. Ну, минометы небольших калибров. Когда предрассветный туман накрыл широкий Днепр, красноармеец Федор Попов одним из первых в полку бросился в ледяную воду, чтобы переправиться на вражеский берег. Гитлеровцы открыли огонь. Пули свистели над головой, вода обжигала тело. Моментально намокнувшая форма и амуниция тянули красноармейцев на дно. Но Попову и другим бойцам удалось преодолеть водную преграду живыми, выбраться на берег, занятый врагом, и, маскируясь, подняться по откосу. Он ворвался в траншеи, начал уничтожать врага. 23 врагов он положил, так сказать, своим оружием, добыл трофейный ручной пулемет и фланкирующим огнем уничтожил еще 50 человек. В ходе боя, когда ему и его товарищам пришлось выдержать 9 контратак противника, потому что, естественно, когда немцы поняли, что происходит, они предприняли все усилия, чтобы сбросить в воду этот плацдарм. Задача была продержаться, Попов с ней справился, несмотря на бомбежки, несмотря на контратаки, несмотря на обстрелы. Плацдарм был удержан и, в принципе, обеспечен успех наступления. Как вспоминали очевидцы, река стала красной от крови и горячей от разрывов снарядов. Бойцы 7-й гвардейской армии Степного фронта генерала Конева первыми форсировали Днепр южнее Кременчуга. Встретив жесткое сопротивление, вели затяжные бои войска Воронежского фронта генерала Ватутина на правобережье в районе Киева. Немцы, когда увидели такой массовый заплыв, и то, что во многих местах русские форсируют реку, вот, они тут же, естественно, пытались эти маленькие, пока еще слабенькие плацдармы ликвидировать. За них начались ожесточеннейшие бои. Потери были просто колоссальные. Но с того берега плыли и плыли новые. Эти погибают, плывут другие. Эти погибают, плывут третьи. Вот. И бои шли весь октябрь тяжелейшие вдоль всего Днепра, пока не удалось сформировать более-менее крупный плацдарм южнее Киева, Букаринский.
После форсирования Днепра в течение недели Попов участвовал в ожесточенных боях по освобождению правобережной Украины. 11 октября 1943 года он получил тяжелое ранение и спустя 2 дня скончался в медсанбате. Федор Попов был захоронен в братской могиле на окраине деревни Деражичи Гомельской области, Белоруссии. Он же, когда уходил из своего родного селения, по традиции сделал столб из дерева, деревянный столб, и воткнул его в землю для того, чтобы, когда вернется, сделал бы на нем отметину. Ну, к сожалению, вернуться ему было не суждено, и из 168 мужчин, ушедших из его села, 68 не вернулось. Указом Президиума Верховного Совета СССР 15 января 1944 года Федору Кузьмичу Попову за форсирование Днепра и проявленное мужество и героизм было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Судя по тому, что о нем вспоминали современники, это был очень смелый человек, очень порывистый. То есть он в любом деле любил быть первым. Он любил прокладывать новые пути. Вот смотрите, я называл некоторые факты из его биографии. Да? Выучился грамоте. Не просто выучился грамоте и ходил, показывая всем, что он вот такой грамотный. Нет, стал учить своих односельчан, стал учить других колхозников. Да? Это первое. То есть он был готов делиться своими знаниями, способностями и вообще жить ради других. Второе, он был уже руководителем в колхозе, значит, были какие-то управленческие навыки и чувство ответственности. Потому что безответственный человек вряд ли будет работать на такой должности в 30-е годы. Ну и третье, это, конечно, физическая сила и бесстрашие, которые тоже отмечали современники, потому что в этих событиях он далеко не первый раз эти качества продемонстрировал. В память о Попове, первом якуте, удостоенном звания Героя Советского Союза, его земляки начали сбор средств на строительство танковой колонны. Она получила название «Герой-якут Попов Федор Кузьмич». Даже после своей гибели прославленный сын якутского народа остался в боевом строю и громил фашистов вплоть до окончательной победы. Говорит Москва. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы